Алексей Иванович Шишонок, Царство Небесное, да отомстит Всевышний ягоную кровь. Мы с ним сидели на одной парте спереди, потому что он был в очках, и я был в очках в 103-й школе. Вот несколько лет сидели за одной партой, но были школьные друзья, всякое интересно, обсуждали. Вот. Я знал, что он крещеный, что он православный. Всегда в летние каникулы рассказывал, что был в деревне, ходили в церкву, те праздники, другие праздники. Я там что-то немного про свое рассказывал. Он в военное училище после школы, и у него оказались как раз, школа была спецанглийская, он проявился в иностранных языках, английский, немецкий язык изучил. Был советский офицер, находился на службе в Литве в период развала Советского Союза. За 5 дней до вывода советских войск из территории Литовской ССР, бывшей к тому времени, он был зверски убит, застрелен в затылок и потом несколько раз переехал автомашина. Тело выдали родным сюда, как раз вот это 28 октября 1991 года. Сказали, что, шел пьяный по дороге. Все, провели экспертизу, и вот картину, собственно, которую я описал, и открыли. Понятно, что требовать за его кровь, кровь лилась уже в Литве, и сколько людей там убили бандиты, фашисты, без того, чтобы мы знали, кого там. И после их, так сказать, этой не приклал себе их поганой, да, просто там люди могут застрелить человека посреди улицы, и когда родные говорят, а кто, где, говорят, ты подумай, у тебя вот еще дочка есть, типа, давай, ты особо не выясняй, кто застрелил ее. Вот так вот. И как он погиб? Совсем недалеко от дома. Ходил когда-то поезд «Чайка». Ходил с Минска до Таллина. Царствие Небесное. Нормально люди жили, да. Вот, когда я списался, появился интернет, соцсети, списался с некоторыми одноклассниками через сайт Одноклассники. И в один из приездов в 2000-е годы в Минске, еще в Израиле жил тогда. Очень рад был встретить там тех, других, и спрашиваю, а где Алеша? Так смотрю, все как-то замолчали. Уже когда люди там ближе к 50 годам, всякое бывает. Кто-то там, один погиб в дорожном происшествии, то все, думаю, всякое бывает с человеком. Вот он погиб, был убит в Литве. И, собственно, эти детали потом каким-то образом я узнал. Один из одноклассников, который, собственно, мой друг сегодня, тоже он поддерживал контакты с семьей. И вот осталась вдова, у него дети там. Так вот. Жертва смуты, которую организовал нам, не знаю, как его правильно назвать, Горбачев. Мы Как его понимаем, не назвать? один человек организовала вся продажная верхушка. Но Все он те, был во кто главе этой верхушки. разваливали социализм, все, кто решили, что они будут ловкие, умелые, чтобы награбить то, что народ, как говорится, и кровью боевой, и кровавым горбом наживал 70 лет, и пришел Горбачев, и все это отдал на разграбление, потому что хотели грабить. Да будут прокляты те, кто это сделал.